Нижняя Баланда. Название этой деревни нужно произносить с ударением на последний слог. Баланда или Паланда в переводе с чувашского означает «калина». Этимологию названия этого населенного пункта, находящегося в Аксубаевском районе Татарстана, местные жители объяснить затрудняются. Как не могут они объяснить еще один удивительный факт. Почему именно эта местность рождает такое большое количество людей с отменным слухом? Здесь поют все поголовно. В Нижней Баланде так и говорят. У нас дети начинают сразу ходить, говорить и петь. Здравствуйте, с Рождеством! Спасибо и вам! Посеваем, с Рождеством вас поздравляем! Да зерном осыпаем, чтоб ваш дом был полон благополучия, счастья и добра. Открывай окно, запускай Рождество, зови гулять, зови колдовать. Зови, хозяйка. Что ты, тетя, наварила? Что ты, тетя, напекла? Подавай-ка быстрее, не морозь-ка детей. Угощай-ка нас. Чем богаты, тем и рады. Ребят, пельмень горячий, как водится в деревне. Денежек немножко, ну это... Да все какие красивые. Вашему дому кланяюсь. Тот дом, куда каледовщики не приходят, это считается, ну, как бы, в этом доме не будет удачи, богатства, счастья. Добрая традиция, да. В деревне еще сохранились. Вот у нас даже нынче городские были, они очень были удивлены. Ба, в деревне еще вот ходят. У нас на Руси под Рождество до Васильевых вечеров девки гадали. Ох, и мы были молодые и гадали. Сейчас мы с вами являемся свидетелями самого настоящего таинства, которое происходит в деревне Нижняя Баланда каждый год в новогодние праздники. Для нас, конечно, это все театрализованное представление, некая такая постановка. Но жители этой деревни уверяют, что именно так их предки и встречали Новый год. Конечно же, все эти традиции весьма интересны и с научной точки зрения. Ведь как только эти языческие обряды могли дойти до наших дней? Это ниоткуда не взято со стороны. Это все у нас проходило, в нашей деревне происходило. Так наши гадали бабушки, прабабушки. То шерсть надо выдернуть. Какой шерсти, какой цвет? Будет белая шерсть, значит, будет блондин будет, да. А если черный, уж черненький будет жених. Вот эти обряды, традиции, старинные игры, старинные песни возрождаем. И мы очень надеемся, что наши дети уже не будут безобразничать. Вот, ну как, сейчас же есть вредные привычки. Они живут вот в этом, и они передают, когда приезжают сестренки, городские дети, передают им, приводят сюда городских детей. И мы это все показываем, берем их колдовать. Посмотри, как к Иванову двору. Да. Если вы выдернете полежку с толстой корой, богатый муж попадется, работящий. Если с ободранной корой, да с тонкой, как сокол. В Нижней Баланде живет удивительный народ. Умеют веселиться, любят работать и все делают сами, не ждут помощи со стороны. Вы очень трудолюбивая деревня. Посмотрите, какой животноводческий комплекс работает. Прекрасно, более 2,5 тонн молока. Огромный комплекс, какая школа, клуб. И надо сказать спасибо вам за ту работу, которую вы ведете. И, конечно, надо веселиться на праздники. Как работаете, так и отдыхать надо. Есть в Нижней Баланде такой мастер на все руки – Василий Воронин. Вот он на гармошке играет и еще в придачу заведует местным клубом. Построил детский городок, смастерил колодец, игрушечный мост с прудом. Летом, говорят, даже рыбки тут плавают. Планирует в деревне открыть мастерскую, чтобы детишек учить древнему ремеслу, резьбе по дереву. Сам Василий на разговоры скуп. Наверное, как и положено человеку дело. Городские жители все время жалуются. То не хватает, это не хватает, денег не хватает, власти не хватает, еще чего-то не хватает. У нас все хватает. Мы живем, трудимся, любим, детей рожаем. Все нормально. Не жалуемся на жизнь. Два Николая и оба чудотворца. Творят чудеса в деревне каждый год. Один электрик, другой охранник в совхозе. Но в новогодние праздники их не узнать. Работяги превращаются в сказочных персонажей, в Деда Мороза и в его помощника. С Николаем подумали, столько у нас детей не получает волшебства новогоднего.
И решили подарить детям новогодний вечер. Волшебство. То есть дети из вашей деревни, Праздник. я понимаю, да? Да. А детей-то много в деревне? Ну, нормально сейчас. Сейчас нормально. Сейчас дороги есть, все остальное. Дети появляются много, больше и больше. То есть вы хотите сказать, что вы идете в каждый дом, где есть ребенок, что ли, да? Каждый дом, ни одного ребенка не пропускаем. Нам, городским жителям, сложно понять саму мотивацию. Что же движет этими людьми, которые в ущерб собственному отдыху и семейному бюджету, что немаловажно, ведь все подарки они покупают на небольшую зарплату сельского электрика и охранника, устраивают Новый год в деревне. Ну как можно целую неделю встречать гостей, готовить стол и угощать всех без исключения? Откуда только берется это радушие, гостеприимство и оптимизм? На эти вопросы могут ответить только те, которые сразу научились ходить, говорить и петь. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Аксубаевский.